Салам достор, бүгүнкү күндө бизге фальшивый регистрация 327 статья боюнча кайрылгандар абдан көп. Деги эле бул кандай статья 327? Кайсыл учурда коюлат, кайсыл учурда регистрация фальшивый болуп эсептелинет? Бизге бүгүн профессионалдуу юрист Артем Аверьянов маалымат берет. Сейчас многие обращаются по статье 327. Расскажите, пожалуйста, в каких случаях его ставят и в каких случаях могут посчитать регистрацию фальшивой? Начнем с того, что в течение 30 дней с момента въезда иностранный гражданин должен получить регистрацию. Есть установленный законом порядок ее получения. То есть иностранный гражданин приезжает на территорию России, обращается либо в ОВМ, либо в МФЦ для получения регистрации. Это законный путь ее получения. В большинстве же случаев ее приобретают у посредников. Это либо телеграм-каналы, группы в WhatsApp, платят там от 3 до 10 тысяч рублей, и им на руки выдают регистрацию, уже заполненный бланк с печатями. И многие думают, что эта регистрация настоящая. Это далеко не так. При проверке документов сотрудники полиции, у них может вызвать подозрение достоверность этой печати. Ее изымают, проводится экспертиза. И если эксперт говорит, что данная печать поддельная, в отношении лица, которое предъявило ее сотруднику полиции, возбуждается уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Данные действия подлежат квалификации по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Только при надлежащей защите по данным делам возможно получение наказания минимального в виде штрафа, там около 10 тысяч рублей, либо же, если прям все сделано максимально квалифицированно, то это дело может быть прекращено. Что влечет за собой статья 327? Во-первых, это уже судимость. Она будет в базе информационного центра на всю жизнь. Будет сведения о том, что вы привлекались к ответственности. Это может быть в последующем закрыт въезд на территорию России. Это возможность попасть в тюрьму. Вас могут как максимум посадить в тюрьму за такие действия. А если вы сами занимаетесь распространением поддельных регистраций, то это более тяжкая статья, там до 12 лет лишения свободы. Поэтому это организация незаконной миграции называется. Старайтесь всеми возможными способами избегать контактов с посредниками, потому что ничего, кроме проблем, вам это не принесет. Регистрацию могут посчитать фальшивой, если она никогда не была в базе. Да, все верно, все верно. Фальшивая — это та, которая вообще ее не было в базе. Просто напечатали на листке бумаги, поставили поддельные печати и вам выдали. Вот она, фальшивая регистрация. Что делать гражданину Кыргызстана, если его уже привлекли по статье 327? Если дело находится в начальной стадии, то, как правило, занимается дознаватель. Моя рекомендация — это в любом случае обратиться к адвокату, желательно своему, потому что дознаватель представляет вам адвоката бесплатного, по своему убеждению. Кто свободен, тот и придет. А такая помощь, как правило, не всегда бывает квалифицированной. При наличии уже своего адвоката по соглашению, адвокат будет принимать все меры, направленные на вашу защиту. Он будет инициировать все исследования всех документов, доказательств и будет отстаивать вашу позицию по минимальной ответственности по данной статье. Есть еще такие случаи, что буквально на прошлой неделе у нас был пример. Гражданка Республики Кыргызстан потеряла паспорт. Вместо того, чтобы обратиться в консульство, посольство для его замены, она также обратилась к посредникам, которые сделали ей поддельный паспорт Республики Кыргызстан. Она едет в аэропорт Домодедово, пытается вылететь на родину, но сотрудники ФСБ ее задерживают, так как она пыталась пересечь границу России по поддельным документам. А это уже статья 322. Это более тяжкая она, и она сейчас находится в СИЗО. Тоже, несмотря на то, что она девушка, впервые привлекается, ранее несудима, здесь довольно-таки строгие требования вытекают. Поэтому, чтобы не попасть в такие проблемы, чтобы у вас не было, обязательно все нужно делать в соответствии с законодательством. Приехали на территорию России, сразу в течение месяца обращайтесь в ОВМ, в МФЦ и делайте регистрацию именно официальную. Демек, Россия жергесинде эмгектенген Кыргызстандын жарандары регистрацияны
официалдуу түрдө айтканда миграционный учетту аябай кылдаттык менен караш керек. Эгерде сиздерде 327 статья боюнча көйгөйлөр жаралса же кандайдыр бир башка көйгөйлөрүңүз бар болсо, юридикалык жардамды көрсөткөнгө дайым даярбыз. Ошол видеодогу көрсөтүлгөн номерге чалып, WhatsAppка жазсаңыздар болот. Баарына биздин адистер кезеги менен жооп берет. Биздин иштөө убактыбыз понедельниктен пятницага чейин саат эртең мененки 10дон кечки 7ге чейин. Эгерде сиздерге жооп убагында келбесе, сиздер жазган мүнөттө сразу жооп бербесе, кичине күтүп туруңуздарды суранабыз, баарына кезеги менен жооп беришет.